В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Студенческие отряды не только у нас в республике, но и по всей стране явление самобытное и уникальное. Для старшего поколения наших людей это целый пласт жизни и воспоминаний. И хорошо, что и нынешнее поколение сопричастно добрым традициям. О начале трудового семестра студенческих отрядов мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Айсен Соловьев, руководитель регионального штаба Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Айсен Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Где будут работать студенческие отряды в этом году? 2024 год у нас является особенным. В этом году исполняется 65 лет с начала движения вообще студенческих отрядов по стране и 20-летие современного, так сказать, этапа развития российских студенческих отрядов. И в этом году мы поставили перед собой амбициозные задачи повысить количество бойцов студенческих отрядов практически в 2 раза. Если в прошлом году у нас отработало 2711 бойцов по направлениям деятельности, то в этом году мы планируем достичь отметки в 5000. Пока перевалили за 4 с лишним, и в течение лета будем стремиться к данной цифре. Основные направления, это, конечно, у нас строительство. Ребята работают в промышленных компаниях, в строительстве объектов, по благоустройству территорий. С 1 июня у нас начался оригинальный студенческий трудовой проект «Острог» по благоустройству города Якутска. Там у нас 136 ребят будут в течение лета работать по благоустройству города, заниматься ремонтом, покраской, демонтажом и так далее. То есть, так сказать, привести порядок города к международным спортивным играм «Дети Азии». Вместе с этим у нас на ликвидации последствий весеннего половодья в Намском районе будут с 10 числа работают 50 бойцов студенческих отрядов по 5 населенным пунктам. И в Алекминском районе планируется тоже выезд 20 ребят по 2 населенным пунктам. Всего 70 человек у нас будет работать по ликвидации последствий весеннего половодья. Вместе с этим у нас там по благоустройству муниципальных образований. Мы ждем сейчас определения объемов дополнительных. На строительных компаниях у нас сейчас прям идет активное участие наших бойцов в строительстве инфраструктурных объектов, жилых домов, в промышленности. По сельскохозяйственному направлению у нас ребята работают на сельхозугодиях, по сбору дикорастущего чая, различных дикоросов и, конечно же, ежегодные наши выезды на Камчатку и на Сахалин, где ребята работают в рыбоперерабатывающих заводах, занимаются во время путины работой по переработке рыбы, и порядка 250 ребят будут выезжать по данному направлению. Педагогические отряды у нас в количестве 250 человек у нас уже, в принципе, начали работы в детских лагерях в качестве вожатых и другого персонала. Они будут в течение лета заниматься отдыхом, так сказать, и оздоровлением порядка 10 тысяч детей по всей республике. И также еще выезжают за пределы и в Приморский край, и в другие лагеря других регионов нашей страны. Вместе с этим сервисные отряды в этом году масштабно будут организованы за счет проведения спортивных игр «Дети Азии». Порядка 700 человек у нас будут работать как раз-таки во время обслуживания, во время проведения данных игр. И в качестве контролеров-распорядителей в части безопасности и в части организации питания, то есть и в части горничных и так далее, обслуживающего персонала в общежитиях. Вместе с этим есть ребята, которые выезжают у нас ежегодно в Краснодарский край для работы в гостиничном комплексе. И в этом году, то есть 2 отряда у нас тоже будут выезжать в Краснодарский край и принимать участие в межрегиональных студенческих трудовых проектах. Вместе с этим у нас есть с прошлого года впервые начал работать студенческий отряд проводников. В этом году уже 2-й год, и 50 ребят будут работать на пассажирских перевозках в железной дороге. В прошлом году данная практика показала свои положительные такие результаты, и ребятам это понравилось. Они объездили всю страну, то есть это порядка 60 тысяч километров они в прошлом году объездили каждый. И в этом году они тоже собрались и хотят тоже выезжать.
Есть у нас также студенческие специализированные отряды, это по профилю их обучения, то есть это электрики, археологи, ребята, там, которые занимаются сбором документов, навигационные отряды и так далее. Эти отряды у нас ежегодно тоже формируются, таких достаточное количество. Вместе с этим у нас третий год работают трудовые отряды подростков. Это старшеклассники, это несовершеннолетние лица, которые тоже изъявляют огромное желание работать. Таких очень много. И мы вот уже третий год занимаемся таким созданием рабочих мест как раз-таки для этих ребят. Тут еще по данному направлению мы начали работу с центром занятости, чтобы те подростки, которые обращаются в центр занятости за какой-то либо вакансии, они могли еще познакомиться с деятельностью студенческих отрядов. Потому что здесь мы занимаемся не только поиском, подбором рабочего места, но и трудовым воспитанием. Ну вот вы назвали очень много направлений, действительно, их очень много, все интересные, но какие из них вот пользуются особой популярностью среди молодежи и детей? Ну, конечно, тут все зависит от желания самого человека, от самого участника вот этого студенческого отряда, ну и от потребностей работодателей. У нас очень большие потребности в сфере строительства. Очень много ребят рвутся на Путину, Камчатка, Сахалин, потому что там заработная плата высокая. Но там заработная плата высокая за счет того, что все зависит от объема переработанной рыбы. Если рыба есть, ее много, то зарплаты, соответственно, будет много. Если ее нету, то соответствующее будет минимальный размер оплаты труда. Есть там понятие такое гарантированная оплата. В прошлом году, если не ошибаюсь, вроде с какого-то региона Центральной России девочка работала на Камчатке, и она заработала за 1,5 месяца 704 тысячи рублей. За 1,5 месяца. То есть она прям очень сильно плодотворно работала, было очень много рыбы, и вот есть такой уникальный у нас пример. Ну, не все, конечно, такую сумму могут там получить, все зависит, конечно, от самих ребят, от того, как они работают. Ребят очень привлекает, конечно, работа в педагогических отрядах. Ребята, которые учатся и на педагогическое такое образование получают, и плюс они те, которые прям очень сильно любят там проводить игры для детей и так далее. Вот они прям вступают в педагогические отряды и зажигают. Ну а как же организовывается отбор этих счастливчиков? Не все же желающие попадают, получается? Ежегодно у нас проходят различные образовательные мероприятия. У нас вот при поддержке правительства Российской Федерации студенческие отряды получили возможность получить бесплатное образование, рабочую специальность. Якутия вот уже третий год является таким получателем данной субсидии. И данная субсидия заключается в том, что учебное заведение получает финансирование на то, что боец студенческого отряда мог бесплатно получить рабочую специальность. Так у нас вот за 3 года порядка там 1500 ребят получили бесплатно рабочие корочки. Это проходит у нас весной, это проходит у нас осенью. Вот за это весну мы получили порядка 400 человек. То есть профессии бетонщика, там, сварщика, вожатого, там, официанта и так далее можно вот в студенческих отрядах получить. И не все студенты, конечно, там, помимо своих пар хотят идти еще на какие-то дополнительные пары, так что такой отбор тоже необходимо пройти. Плюс у каждого отряда есть свои особенности, там, кто-то проводит различные посвящения, там, какой-то отбор, какие-то различные кастинги и так далее, собеседования проводят. По каждому направлению там свои индивидуальности. Ну что ж, тоже очень интересный вопрос. Средняя заработная плата. Средняя заработная плата у нас в районе 50, наверное, тысяч рублей. Там все зависит, конечно, от направления. Допустим, в строительстве можно получать от 40 до 80 и даже больше. То есть все зависит от формы договора. Некоторые работают за отдельную оплату, некоторые работают за фиксированную оплату. Сервисное направление у нас может получать в районе там 35, 40, 50 тысяч. Конечно, там в Краснодарском крае заработная плата немного ниже, чем у нас. Но там есть, конечно, своя романтика. По остальным направлениям, все зависит тоже от объемов и видов договоренности. Допустим, вот на Путине там можно и 40 тысяч заработать, и 704 тысячи заработать. На работе вожатыми там тоже в районе 40-50 тысяч рублей. В чем уникальность студенческих отрядов?
Ну, студенческие отряды очень многие видят как организацию, которая просто занимается поиском ребят, подбором персонала и трудоустройством. Я же студенческие отряды всегда описываю как организацию, которая дает возможности. Для молодежи быть, не знаю, финансово независимыми от своих родителей, получить опыт, новые знакомства, какие-то знания и применять их в дальнейшей своей профессиональной карьере и в жизни в целом. То есть наши ветераны, которые вот и в 60-х работали, и в 70-х, и в 80-х, которые работали, они всегда говорят, что студенческий отряд – это школа жизни. И по мне так, каждый молодой человек, каждый представитель молодежи должен эту школу жизни пройти. Ну что ж, вы вначале сказали, что у вас юбилейный год. Скажите так коротко о том, какие мероприятия планируются. В течение года у нас проходят различные больших мероприятий. У нас в течение лета у нас будут как раз-таки 12 июня открытие летнего трудового семестра, то есть с этого момента у нас рабочие процессы начинаются. Но они, по сути, давно уже начались. Это у нас такая добрая традиция, только в этот день именно праздновать. Вместе с этим у нас планируется проведение слета ветеранов движения студенческих отрядов. В прошлом году он в первый раз проводился, в этом году уже будет второй. Осенью у нас пройдут и республиканский слет студенческих отрядов, где соберутся все представители нашего движения, нашего региона, и будем отмечать, подводить итоги нашего летнего трудового семестра. Вместе с этим, конечно, окружной слет студенческих отрядов, и будет юбилейный всероссийский слет в городе Москва уже в ноябре месяце, куда делегация республики уже в количестве 100 человек должна выехать и представить наш регион. Ну что ж, давайте в конце о том, куда обращаться студентам, молодежи и даже несовершеннолетним, чтобы присоединиться в ваши ряды. Мы на данный момент продолжаем вести набор. Есть еще не закрытые вакансии, их много. То есть всех их ждем по адресу Каландышили, 21. Там есть мультиформатное пространство студенческих отрядов создания. Можно туда подойти, записаться. Есть приложение 2GIS. Вместе с этим можно найти в социальных сетях ВКонтакте, в Телеграме студенческие отряды Якутии и написать там. И мы обязательно с вами свяжемся. Арсен Владимирович, спасибо, что пришли и ответили на наши актуальные вопросы. Наш эфир подошел к концу. Я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.